Я всегда говорю о том, что я стала стилистом, потому что я все детство снимала с мамой сапоги. Последняя работа, которой ты гордишься? Я снимала «Осенний Лейбовиц» в Нью-Йорке с Жаном Леприни, в Париже, в Китае, в Гонконге, как бы где только я не снимала. Вообще мужчины обращаются к тебе? Все почему-то думают, что я одеваю Лукашенко. Я тоже прочитал, что были странные предложения, от которых ты отказываешься, например, нарядить собаку. У волков боятся в лес не ходить, я предпочитаю рисковать. Но если про гонорар, сколько, например? Ты можешь говорить? Я, например, осенью купила себе 2 сумки. Общая стоимость 2 сумок составляла около 860 тысяч рублей. Понять и простить, либо не понять и не простить, писаться навсегда, да ради бога. Я же живая. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Галой Борзовой. Это один из лучших на сегодня топ-стилистов в нашей стране. Она работала со звездами, политиками, бизнесменами, делала крупнейшие рекламные кампании с мировыми брендами. Мы поговорили сегодня о моде, стиле, о Якутии и мечтах. Ну что, барды-бытышки? Гала, привет. Привет. Очень приятно тебя видеть здесь у нас на Якутии-24. Я всегда с огромным удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях, которые связаны с нашей республикой, поэтому я тоже очень рада вас видеть. Ну расскажи давай про свое детство в Якутии. Всем очень интересно, где ты училась, какие воспоминания, может быть, у тебя сохранились, связанные с нашим родным городом. Ну, я, наверное, буду говорить не только о городе Якутске, а о республике в целом. У меня бабушка жила в деревне Сунтар, Сунтарского улуса, и я там проводила очень много времени в детстве с двоюродной сестрой, с бабушкой, там, с каким-то хозяйством, коровы, куры, поросята, там, река Вилюй, купалка, сенокос. Все это в моей жизни было, там, ягоды собрать. Вот тебе вручают огромное ведро и говорят, что вот до вечера нужно это ведро полностью собрать. То есть такое тоже было в моей жизни, это очень классно. И я никогда этого не забуду. И очень часто это вспоминаю, в том числе там, в каких-то своих текстах, в Инстаграме об этом рассказываю. То есть я очень горжусь всем этим, что было в моей жизни. По поводу города, я училась в ЕГЛ последние 3 года, до этого я училась в 7-й школе, наверное, это было такое неосознанное время, да. Также я ходила в музыкальную школу, я занималась классическим балетом 5 лет, пока не сказали, что, знаете, у девочки нету никаких данных. Вот это даже не то, что большой театр, это даже якутский драмтеатр как бы не выдержит такую балерину, поэтому мама приняла волевое решение, меня перевели в хоровое отделение, где я пела вторым альтом, это самый низкий женский голос, чтобы ты понимал. Вот. Успешно закончила музыкальную школу, научилась играть на фортепиано, сыграла на выпускном, по-моему, «Лунную сонату» или «Колизию», я уже не помню. А еще Григоровича я играла, «Воспоминания на берегу Лены». Вот, и после этого я поступила по линии поспредства, я поступила в горный университет, отучилась там ровно год и перевелась в МГУ. Имени Ломоносова на экономический факультет. Собственно, вот на этом, наверное, история с Якутией на 10 лет закончилась. После этого у меня родители переехали в Москву, и я, наверное, 10 лет в Якутске вообще не была. А потом уже в новом статусе, да, уже там не просто там девочки из Якутска в статусе известного российского стилиста, я приезжала в Якутск с мастер-классами целых 2 раза, вот, и получила незабываемые впечатления. Если честно, я помню, как я ехала на первый мастер-класс, спустя 10 лет отсутствия в республике, я летела в Аэрофлоте, в бизнес-классе спала. А вы помните, да, что самолет в Якутск прилетает в 6 утра, то есть где-то часов в 5 утра я проснулась, открыла глаза и выглянула в окно. Я выглянула в окно и заплакала. То есть мы летели, внизу было какое-то огромное количество озер, они все так блестели, белый снег, и я вот, наверное, впервые за 10 лет почувствовала, что такое родина, и как много я потеряла, что 10 лет туда не ездила, и меня так круто встретили, то есть там меня сразу повезли на Лену, там сразу там накормили оладьями, которые я не ем, напоили кумысом из Чурона, то есть, и я так здорово провела время, я обзавелась, наверное, не сказать друзьями, да, то есть я встретила очень хороших людей, которые в последующие мои приезды тоже со мной встречались, и мы так здорово проводили время, это было очень... Я поняла, что наши люди, они очень теплые, то есть мы, люди из Якутии такие холодные визуально, да, наверное, такие спокойные на эмоции, я это часто слышу от своих друзей, что там ты очень спокойная, там, ты не мерзнешь, тебе не больно, но на самом деле я такой очень теплый человек, наверное, да, как говорят, нету там холодных людей, есть неправильно выбранная дистанция, да, то есть и действительно якутские люди, когда к ним подбираешься достаточно близко, они очень теплые, эмоциональные, и вот прям в минус 50 градусов мороза, это, конечно, очень греет. Когда люди узнают, что ты из Якутии, все-таки есть какие-то стереотипы о нашей республике, особенно те люди, которые вообще не выезжали никогда за Урал? Наверное, среди твоих знакомых таких много. Что ты рассказываешь? Или что они спрашивают в первую очередь? Что их интересует? Когда люди узнают, что я из Якутии, первый стереотип это, конечно, там, наверное, все там очень богатые, якутские бриллианты. Все знают, что Якутия это бриллианты и холодно. То есть это знают все, это знают люди в Африке, во Франции, в Шанхае.
Китае, в Гонконге, где бы то ни было, там и в Москве, разумеется, тоже. Когда узнают, что я из Якутии, о чем спрашивают и что я рассказываю? Ну, я, наверное, в первую очередь говорю о том, что я очень горжусь, что я родилась не в городе, который был образован возле завода, а я родилась в месте, которое имеет свою историю, свой народный эпос, свой язык, своего президента до какого-то времени имел, какую-то нацию титульную, то есть, и, ну, это очень круто. В любом случае, я всем этим напитана, да, то есть это все во мне есть, и, ну, то есть я очень горжусь тем, что из Якутии, вот правда. Необычная республика, самый большой субъект федерации в мире, вообще самая широкая в мире река в устье Лена, там, опять-таки, шаманы якутские, да, все это знают, там, какие-то потрясающие, нереальные В общем, есть что рассказать. национальные костюмы, конечно, и вот последние, там, мне кажется, года 3-4 очень часто я слышу о том, что из Якутии самые красивые девушки. Вот. Что, да, что якутские девушки как-то невероятно красивые. Я, наверное, частично с этим согласна. Вот если говорить о якутских девушек, ты 2 раза была вот в последнее время в Якутске, и к тебе на курсы приходят в основном женщины и девушки, и те, которые следят за модой в любом случае, которым это интересно, которые любят наряжаться. Можно ли проследить какую-то тенденцию стиля этих девушек и женщин, которые приходят и живут в Якутске? Насколько они модные и поддерживают ли они тенденции, которые есть в Москве или там за рубежом, или есть какие-то самобытные все-таки есть моменты? Я скажу так, что мне очень нравится, что девушки в Якутии, несмотря на то, что там разница там, 6 часов во времени там, и 7 часов лета, очень интересуются модой и действительно там листают журналы, смотрят какие-то модные фильмы, следят за трендами, тенденциями в интернете, да, то есть зачастую эти тренды неприменимы в условиях нашей погоды, климатических условиях, вот, но люди все равно в курсе, тем не менее, так или иначе, это здорово. И мне нравится, что женщины наряжаются, то есть это тоже, ну, мне кажется, такая особенность нашей республики, что даже в минус 50 якутская женщина все равно как-то красиво одета. А по поводу тех каких-то уникальных вещей, которые отличают наших девушек от там, всех остальных, ну, это, естественно, вот мне нравится, что, например, у нас в Якутии не прижились уги. То есть я вот прям приезжала зимой в минус 50 и кайфовала. Ну, то есть я ожидала, что сейчас я приеду, я вижу людей в термобелье и в угах. Я вместо этого видела людей в шубах, в соболиных шапках, в национальном стиле, в расшитых белых хунтах. Мне было очень приятно, правда. Вот если по поводу меха, я знаю твое отношение, что ты мех любишь, это шиншилла и соболь. Но сейчас в моде, и сейчас очень много людей вокруг говорит, что нужно отказываться от кожи, от меха. И в одной передаче, там, топ-модели, я видел какой-то фрагмент, что был полностью посвящен выпуск тому, что девушки, смотрите, типа нельзя носить мех, это плохо и так далее и тому подобное. Но в то же время я смотрю, что обувь у вас из чего, например? В современной моде и большие бренды какие-то, насколько мех, кожа – это уходящий тренд или это все-таки останется с нами навечно? Ну, я скажу, что в случае с мехом всегда действует политика двойных стандартов. То есть люди, которые по каким-то причинам не носят натуральный мех, потому что им так жалко животных, большим удовольствием, не знаю, там, едят коллаген, который добыт из костей животных, там, носят кожаную обувь, сидят на кожаных креслах, едят мясо зачастую. То есть а животных убивать жалко. На самом деле, я к эко-меху отношусь отрицательно, потому что эко-шуба будет разлагаться 200 лет, в то время как натуральная шуба, во-первых, как бы она служит дольше, ее можно перешить и подарить дочке, да, там, или, например, гуляя по Кот-де Клеранкур в Париже, да, мы можем видеть, как продаются леопардовые шубы, которым по 50, по 60, по 70 лет. То есть это мех, он, во-первых, долговечен, во-вторых, он разлагается в земле очень быстро, то есть это абсолютно экологично, поэтому, когда люди топят за то, что давайте, там, не знаю, запретим производство натурального меха, да, то есть они топят за то, чтобы браконьеры этот мех добывали действительно негуманными способами, и животные находились как бы не в тех условиях, в которых они могут находиться на официальных производствах. То есть топить надо не за то, чтобы от натурального меха отказаться, надо быть за то, чтобы у животных были достойное содержание на фермах. Ну, это исторически заложено, ну согласись, то есть это как, ну, то есть это такая цепочка, да, то есть это пищевая цепочка, где человек стоит как бы к счастью или к сожалению, на вершине. А по поводу международных трендов, да, действительно, Европа, Америка, ну,
против натурального меха, и даже есть такие истории, когда русские дизайнеры, которые продаются в Harrods там, или Harvey Nichols, поставляли изделия, в которых присутствовала натуральная кожа или мех, да, то есть приходилось эти изделия вынимать и заменять на искусственные, это правда, да. Но тут опять-таки климатические особенности, то есть в Париже шуба это блажь, да, в Якутии шуба это необходимость. Я вот прям уже сейчас вижу, в этом году была невероятно холодная зима. У меня всегда в моем телефоне открыта погода в Якутии. Я всегда, когда просыпаюсь в Москве, смотрю в окно и думаю о том, что, господи, как же нам не повезло с погодой. Я всегда в этот момент открываю город Якутск, смотрю, что там минус 55 градусов, думаю, господи, слава богу, у нас сегодня минус 15 и дождь, там, минус 15 и снег, и прекрасная погода, как бы, и все такое. Вот. И в Якутске я не представляю людей, которые в эко-мехе ходят минус 53-55 градусов. Ну, то есть это необходимость. Если говорить про этнику, да, и про якутские какие-то национальные, может быть, украшения или фрагменты одежды, насколько это можно продвигать, например, в фэшн-индустрии мировой? Можно ли это? Конечно, можно. Вот у меня есть подружка Мария Ефимова, это бренд Джемая Джемс. Мы с ней близко очень дружим, она моя ученица. И как раз-таки инициатором одной из поездок в Якутии была именно Маша. И вот буквально позавчера мы с ней обедали в ресторане Уильямс, и она поделилась со мной тем, что она будет создавать украшения в якутском стиле, но современные, модные, классные, стильные. Я не ювелир, то есть я, могу это представить, да, то есть, но я не могу сказать, как точно это будет выглядеть. Вот, но я возлагаю надежды, да, то есть и надеюсь, что эта коллекция будет действительно классная, и я буду носить украшения в якутском национальном стиле. Наши украшения, они ведь, это не просто украшения, то есть это как бы амулеты, это обереги, которые имеют большую смысловую нагрузку, да, там, и это еще более интересным их делает, то есть очень здорово. Если говорить про тебя как стилиста, ты же по профессии экономист, ты везде это говоришь, по образованию, да, у тебя вообще 3 образования, экономист, финансист. Как ты пришла к стилисту? Во-первых, я не знаю, как это называется правильно. мое последнее образование, может не последнее, да, но там то, которое последнее на данный момент, я стилист, я училась в Лондоне. Я училась в Лондон колледж фэшн на фэшн-стилиста. Да, по первому образованию я экономист, я закончила МГУ, потом после этого я закончила Плехановскую академию маркетинг товаров класса люкс. И как раз-таки я проходила стажировку в компании Bosco Dicereggio. Я начинала Очень крутая была стажировка, она была очень классно построена с того, что ты начинаешь с самой низкой позиции, то есть с позиции продавца-консультанта в магазине. Я была продавцом-консультантом в магазине Уолфорд в Атриуме, колготки продавала. И дальше ты поднимаешься, то есть и ты видишь как бы всю цепочку того, как продаются товары класса люкс, да, то есть и это на самом деле очень интересно, и мне это очень помогло в жизни, потому что маркетинг товаров класса люкс отличается от маркетинга обычных товаров чем? Тем, что абсолютно другой клиент, и на него не работает стандартная схема. Это очень здорово, и мне это помогает сейчас в работе с моими клиентами, потому что я в основном с VIP-клиентами работаю. В общем, потрогав роскошные вещи, постояв в прекрасном бутике, я поняла, что мне это все очень нравится. Дальше в моей жизни появился Александр Рогов, который на тот момент уже был успешным стилистом, телеведущим на телеканале MTV Russia. И мы очень подружились, и я год просто тусовалась. Спустя год меня начали звать на съемки. И так получилось, что у меня сразу получилось. То есть там, моя первая съемка была уже обложка журнала. Там, вторая съемка дала мне огромное количество гарантийных писем, и я после этого могла снимать уже какие-то свои личные фэшн-истории. В общем, спустя год я, как человек основательный, это, наверное, от родителей мне досталось, я поняла, что я не могу назвать себя стилистом, если у меня нет профильного образования. То есть я поняла, что рано или поздно я столкнусь с тем, что кто-то скажет, а почему она стилист? Кто сказал, что она стилист? Кто сказал, что то, что она делает, это хорошо? Да? То есть мне для этого нужно иметь экспертизу. И именно тогда мною было принято волевое решение поехать в Лондон учиться, в London University of Arts, куда входит London College of Fashion, на магистров по фэшн-стайлингу. Кстати говоря, по-моему, эту программу уже упразднили. Вот мне недавно кто-то из моих студентов говорил. Да, эти 1,5 года в Лондоне были незабываемыми. Во-первых, это были самые голодные времена в моей жизни, потому что, мы все знаем как бы соотношение фунта к евро и к рублю, то есть это какая-то просто бешеная валюта. Это было, лет, наверное, 13 назад. Это было очень давно. Вот, я жила сначала в общежитии, потом я жила в африканской семье. Вот, а потом я встретила свою бывшую одногруппницу по МГУ и переехала к ней на улицу Бонд-стрит, где банк ее папы держала прекрасную 10-комнатную квартиру. Вот, но денег все равно было мало, то есть я не работала, мне там родители высылали каких-то денег, которые хватало на то, чтобы есть в китайских ресторанах.
Вот я с тех пор ненавижу китайскую кухню и ни разу не была в Лондоне, если честно. Вот. Но надо съездить уже в новом статусе, сходить в ресторан Новиков, сходить, как бы, не знаю, выпить вина у Чичваркина, вот, и, может быть, полюбить Лондон раз и навсегда. Ты часто говоришь про образование, и насколько важно стилисту иметь образование? Все-таки в понимании общем, да, людей, что стилистом может быть любой человек. Именно поэтому зачастую сейчас стилисты, ну это сейчас очень модная профессия, страдают рефлексией. То есть они страдают рефлексией о том, а имею ли я компетенцию работать стилистом, а получается ли у меня, хороший ли я стилист. И в первую очередь образование дает вот это ощущение уверенности в себе. То есть ты понимаешь, что да, ты стилист, ты учился, ты посвятил этому время, тебя визировали люди, которые работают стилистами, которые успешны в этой индустрии. То есть это первое. Второе, ну, если мы говорим про образование стилистов в России, то оно построено больше на истории моды, то есть это какой-то вот такой там на искусстве и так далее. То есть не совсем правильно. То есть я все-таки считаю, что образование стилиста должно быть западным. И, кстати, моя школа Стайлбиз Галабе построена ровно на той системе, которую давали мне. То есть я своих стилистов учу в первую очередь делать фэшн-съемки. Потому что рассказать какую-то историю в 8 картинках – это практически режиссура, это очень сложно. Если ты можешь сделать это, тебе ничего сложного не составит одеть там, любую самую сложную клиентку. Потому что по факту каждая клиентка – это тоже история. И тебе нужно ее просто рассказать. Вот и все. Все-таки самые главные качества, которые должны быть у стилиста, по-твоему? Я не скажу ничего нового. Первое – это насмотренность и хороший вкус. А хороший вкус – это он как раз-таки приходит с насмотренностью вместе. Второе – ну, это, конечно, коммуникабельность, потому что работа с стилистом – это в любом случае работа с людьми. Неважно, вы снимаете съемки, работаете в рекламе или вы работаете с людьми, там, с частными клиентами. Да? То есть ты так или иначе находишься в коммуникации с кем-то. И третье, наверное, стрессоустойчивость, потому что наша работа очень сложная. То есть бесконечные съемки, бесконечные примерки, не самые простые клиенты, которые зачастую не знают, чего они хотят. Или, например, люди, которые считают, что платье Валентины за 1 000 000 рублей – это нормально, а заплатить стилисту 65 000 рублей за шопинг – это дорого. То есть и это все как бы вызывает, естественно, определенную рефлексию. Поэтому надо, чтобы кукушка не текла. А что делает, получается, стилист? Если ты говоришь насмотренность, это нужно следить за всеми тенденциями, да, показы или что? Конечно, мало того, что нужно следить за модными показами, нужно следить еще за глобальными трендами. Мы же понимаем, что мода не берется сама там из головы какого-то дизайнера. Мода есть отражение тех глобальных трендов, которые происходят в мире. Вот буквально вчера я давала прямой эфир, где показывала платье, которое напоминало из себя костюм медсестры. Ну, действительно удивительно, как оно появилось в коллекциях дизайнеров, как один из основных трендов на сезон весна-лето 21. Ведь мы весь прошлый год просидели в пандемии, да, то есть дизайнеры, так же, как и мы, сидели в пандемии и не могли не вдохновиться платьями медсестер, образом медсестры. То есть все, что мы видим на моде, есть отражение того, что происходит в мире. Поэтому стилист – это очень разносторонний человек. То есть это не просто смотреть модные показы, это еще бывать в правильных отелях, это бывать в правильных местах, это смотреть правильные фильмы, это увлекаться современным искусством, это смотреть правильные постановки. То есть чем лучше стилист, тем шире кругозор. То есть мне кажется, являюсь экспертом сразу в нескольких областях. Про красную дорожку хотел спросить, то есть мне всегда интересно. На больших мероприятиях, Оскар или там Грэмми, звезды на красной дорожке, они все прекрасно якобы одеты, и со всеми с ними работает ведь стилисты, причем наверняка не один, кто-то там собирает прическу, макияж и так далее и тому подобное. Но почему в итоге в некоторых случаях получаются неудачи, которые потом все активно обсуждают? Это как так случается? Ну, это же человеческий фактор. Ну, то есть вот команда работала над образом звезды, все бились в экстазе, казалось, что все будет так красиво. Вот вам, пожалуйста, неудачный образ. Ну, то есть, это же нормально. Это как ты идешь себе, не знаю, в магазин, покупаешь себе, там, видишь какой-то классный пиджак, уже видишь, как ты такой красивый, там, не знаю, в нем на лошади на белой едешь, понимаешь, потом ты одеваешь этот пиджак, идешь на день рождения, понимаешь, что выглядишь как дурак. Ну, то есть это какая-то вот, ну, это нормально. То есть никто не застрахован? Да, конечно, никто. Или лучше выбирать всегда классический какой-то... А это скучно. Ну, то волков боятся в лес не ходить. Я предпочитаю рисковать. И я тебе честно скажу, что даже там я отсматриваю свой Инстаграм, вижу периодически неудачные образы. Но это не страшно, я же живая. Я живой человек, я имею право выглядеть хорошо, я имею право выглядеть плохо, я имею право иногда ошибиться. Это абсолютно нормально, в этом нет ничего такого. То есть
понять и простить, либо не понять и не простить, писаться навсегда, да ради бога. Понятно, что разные съемки и работа, например, с отдельным клиентом и с какой-то компанией, они отличаются, да? И ты сказала, что даже разные люди работают и разные команды в этих съемках, но ты делаешь и то, и то, и то, делала, по крайней мере, и успешно себя проявляла в разных компаниях и с работой с частными Ничего клиентами. подобного. Я просто работаю с стилистом очень долго. И в течение 15 лет я просто поработала во всех сферах, в которых только можно поработать. Но я никогда не совмещала работу с частными клиентами, с, не знаю, стилизацией манекенов в магазинах. Ну, то есть, по крайней мере, сейчас я могу себе это позволить. То есть, а то, что бедные стилисты делают там и съемки каких-то лукбуков, и в то же время, там, не знаю, по ночам каких-то манекенов наряжают, это все от бедности. Например, в том же Нью-Йорке там, или в Лос-Анджелесе, где индустрия есть, разные люди занимаются разными вещами, это абсолютно правильно. Ну, то есть ты не можешь все делать одинаково хорошо. А если вот съемка для журнала какого-то, фэшн-съемка, вот что там включается? Насколько стилист может фантазировать и включать свою фантазию и творчество на полную катушку? Есть ли ограничения со стороны редакции? Ну, естественно, есть. То есть это зависит от того, какой журнал ты, во-первых, снимаешь. Во-первых, у тебя есть рекламодатели, список, конкретно, там, не знаю, 50 брендов, которые покупают рекламу в журнале, из которых ты будешь свою съемку стилизовать. Это первое. Во-вторых, есть тема номера, есть формат журнала, есть те команды, с которыми работает журнал, с которыми ты, может быть, не работаешь, но должен. Есть сроки, есть дедлайны, есть полосы, есть определенные кадры, которые нужно снять, есть модели определенные, которых нужно снять и так далее и тому подобное. То есть здесь творчества практически нет. А где есть творчество тогда? В независимых изданиях американских, для которых я работаю. Что тебе интересно? Вот, может быть, последняя работа, которой ты гордишься? Мне вообще не интересно снимать съемки, если честно. Я уже отснимала за 15 лет, знаете, я сняла все, что хотела и все, что не хотела. Я снимала с Энни Лейбовиц в Нью-Йорке, с Жаном Леприни в Париже, в Китае, в Гонконге, как бы где только я не снимала. Все. То есть я съемки делаю только для того, чтобы мои студенты, которые учатся у меня на курсе, понимали, что я работающий стилист. Мне самой вообще ничего не интересно. То есть, тем более за это никто не платит, я должна еще свои деньги вкладывать в продакшн, знаете, я лучше пойду на шопинг с клиентом в ЦУМе, мне поинтереснее. Вот расскажи про свою школу. Ты проделала огромную работу для подготовки своего курса. Школа «Ставлюсь Голубей» — это школа для стилистов. Я за 3 месяца людям дарю профессию, новую жизнь, меняю абсолютно жизнь людей. Огромное количество людей пришли ко мне абсолютно с нуля и сейчас успешно работают в разных сферах. И со всеми выпускниками я держу связь. У нас есть закрытый чат, где мы все общаемся. «Ставлюсь Голубей алюмни». Я знаю, кто что снимает, у кого какие успехи. География моей школы где-то порядка 70 стран, то есть люди из разных абсолютно стран, континентов, говорящие на разных языках, это очень здорово. Это онлайн-школа, но мы устраиваем какие-то офлайн мероприятия, типа встречи, там, не знаю, какие-то мастер-классы. Но это онлайн изначально сразу такой был вариант, да? Нет, изначально я преподавала целый год в британской высшей школе дизайна. А потом посчитала, сколько денег забрала себе британка, сколько денег осталось мне, и решила, что лучше все эти деньги пойдут ко мне. Сделала свою онлайн-школу. А на что ты там делаешь упор? На фэшн-съемках. На фэшн-съемках. То есть как продумать вот эту вот историю? Ты уже об этом начала рассказывать, да? Да, это история, рассказанная в каком-то количестве картинок, минимально 8. Рассказанная с помощью тех инструментов, которые есть у стилиста. Это свет, цвет, модель, мейк, позы и так далее. Вот. И именно этом я учу своих студентов. То есть я считаю, что если стилист не снимает съемки, он не стилист. Расскажи про подготовку к этому курсу, потому что там тоже была проделана большая работа. Я вот хочу, чтобы ты про это сказала. Да, у меня большая команда работала. Я сняла, на самом деле, 3 курса. У меня есть профессиональный курс для стилистов, есть курс для широкой аудитории, для тех, кто стилистами не работает, но очень интересуется модой. И есть курс по личному бренду, как бы в Инстаграме. Как сделать так, чтобы ты стал известным в Инстаграме профессионалом. У меня работают очень крутые команды. В основном все команды с Первого канала, операторы, режиссеры, суфлеры, редакторы. Бюджет курса в среднем 3 миллиона мы платим на продакшн. Ни на чем не экономим, чтобы все это было действительно классно, глянцево, красиво, стильно, самое главное. Плюс мы обновляем уроки, то есть мы каждому потоку доснимаем какие-то новые уроки, новые тренды. Но ты первая в России, которая сделает такой формат. Ну, глобально самая крупная онлайн-школа у меня. Если возвращаться тоже к работе с клиентами, ты сказала, что есть разница между мужчиной и женщиной. И вообще мужчины обращаются к тебе? Ну, конечно, я же президента страны одеваю, не наши.
И какие там запросы? То есть, Сразу такие, знаете, вопросы, там они, все почему-то думают, что я одеваю Лукашенко, но я скажу, нет, Лукашенко одеваю не я. Да, я одеваю президента, какие запросы? Запросы, вот у тебя задничек есть, на котором президент выступает, и нужно подобрать галстук, чтобы речь прошла хорошо, например. Ну, плюс полная конфиденциальность, разумеется. Поездки постоянные, там, работа с помощниками, работа над образом в целом. ну, насколько мужчины вообще следят за модой? Мои следят. Ну, те мужчины, с которыми я работаю, это те люди, для которых действительно, которые действительно понимают, что с помощью внешнего вида можно управлять этим миром, людьми и огромными капиталами. По поводу обычных мужчин, ну, честно, я с ними не сталкиваюсь. Ну, наверное, пытаются как-то сами, как могут, с помощью своих жен, там, не знаю, мам, кто им может помогать. А какой самый интересный запрос был от клиента к тебе? Ну, я самое интересное не вспомню, наверное. Я вспомню последний, который был, что мужчине было 65 лет, а женщина, которая была с ним, была на 45 лет младше. И он выглядел даже не то, что как ее папа, он выглядел как ее дедушка. И запрос был в том, чтобы выглядеть как папа, например, хотя бы. Вот. Ну, мы вопрос решили. То есть это все решается. Да, конечно. А были какие-то сложные все-таки истории, когда пришлось приложить больше усилий для того, чтобы добиться желаемого результата с клиентом? Вы про мужчин говорите или про женщин? Вообще про всех. Нет. Ну, мне просто, я достаточно хороший психолог, я быстро понимаю, что человеку надо. То есть я знаю, что тебе никогда клиент не скажет настоящую причину, почему он пришел к стилисту. Все говорят просто, вот на улице наступила весна, я решила обновить гардероб. Но это ведь повод просто, а причина лежит гораздо как бы глубже, да, например, не знаю, там, я толстая, муж мне изменяет. Вот, то есть и ты должен до этой причины сам каким-то образом дойти, да, то есть поэтому я никогда не работаю с клиентами, без предварительной встречи, без предварительного разбора гардероба. То есть заходя домой к клиенту, я тоже начинаю анализировать, начиная от высоты потолков и заканчивая, что одет состав. Это все влияет. Ну, конечно, если тебе открывает дверь домработница в черном костюме с белым передником, и с банной шапочкой на голове, и в перчатках, и в маске, и там, не знаю, в какой-то специальной обуви на тихой подошве, ты сразу понимаешь, что клиентка очень непростая. И получается так, что разбор гардероба занимает около 12-16 часов, хотя он совсем небольшой. А бывают какие-то сопротивления со стороны клиентов? Ты, например, предлагаешь какой-то образ как профессионал, но клиент говорит... Да, конечно, сплошь и рядом такое бывает, что клиенты говорят, что, знаете, мне не нравится, там, я не уверена. Я говорю, да ради бога. Я говорю, мне нравится, как бы, вам не нравится, вам же носить. Не хотите, не надо. То есть я никогда не буду настаивать, то есть я никогда не буду клиентке говорить, тебе нужна эта сумка. Ну, то есть, ему же носить эту сумку, а не мне. Если сумка мне очень понравится, я просто себе ее куплю потом после шопинга и все. Я прочитал в одном из интервью, когда ты рассказывала про клиентку, она была руководителем компании и работала в Китае. Там была достаточно прикольная история, что их в компании было два партнера. Был мужчина и была она. Они как бы два директора компании на равных условиях. Компания занималась криптовалютой, кстати, и занимается до сих пор. Да, компания была китайской, и сколько они не ездили на совещания, на встречи с одними и теми же людьми, которые прекрасно знали, что она тоже СЕО, они продолжали делать вид, что она секретарша или переводчица. То есть мужчину они воспринимали как генерального директора компании, а ее как спутницу, секретаршу или переводчицу. И она вот перепробовала все способы. Она очень высокая девушка, она ростом где-то 1,82-1,84 м. То есть она носила высокие каблуки, там, чтобы быть повыше. То есть она там носила мини-юбки там, и какие-то кожаные платья. Там, и что только не пробовала. Там ярко красилась, и кудри, и что только не пробовала, и ничего не помогало. В итоге в ее случае панацеей стало то, что я ее нарядила в мужской костюм, оверсайз от Balenciaga с увеличенными плечами, широкими брюками, в ботинки плоские, на плоской подошве. Вот, мы собрали ей хвост, отрезали прямую челку, вот, и когда она пришла на встречу с китайцами, как бы ни у кого не было вообще как бы сомнений, что они говорят с лидером компании. Это, получается, дополнительная твоя работа, которую ты проделала. Это же нужно углубиться и в историю, и в понимание страны и традиций. Ну, это вообще стандартная работа, которой занимается стилист. То есть я, если еду отдыхать в какую-нибудь страну, как бы, да, то я обязательно посмотрю лично для себя, например, какие национальные костюмы
какие принты, какие цвета да и какие цвета нет, чтобы там, не дай бог, не оказаться в Индии в белом платье. Но я же еще раз говорю, что стилист это очень многогранная и разносторонняя личность. И мои клиенты обращаются ко мне не только с вопросом: Гала, помоги мне, пожалуйста, купить желтое платье. Мои клиенты часто звонят мне: Гал, привет, слушай, я в Париже, куда пойти поужинать? Во Фуареде. Ну, например. Я тоже прочитал, что были странные предложения, от которых ты отказываешься, например, нарядить собаку. Такое тоже бывает? Не знаю, может, я придумала, то есть я не помню, когда меня просили нарядить собаку, но, Ну, теоретически такое может быть, да? ну, наверное, к стилисту с такими гонорарами, как я, с просьбой нарядить собаку не обращаются, мне кажется. Ну, то есть это слишком дорого просто. Но если про гонорар, сколько, например? Ты можешь говорить? Да, конечно, могу сказать, но я беру $1000 в день. Мгм. Это что туда входит? Шопинг со мной входит, или разбор гардероба со мной входит, или сбор лука входит. Вот. Или съемка столько же стоит примерно. Я специально сделала так, что все мои услуги стоят примерно одинаково. Для того, чтобы не получилось так, что я тебя взяла на шопинг, а его взяла на разбор гардероба. И разбор гардероба стоит в 2 раза дешевле. Я такая говорю: слушай, там, звоню и говорю: знаете, я вас типа не могу взять, у меня там зуб болит. Иду зарабатывать больше денег. То есть у меня всегда все честно, чтобы никого не сливать. Как часто ты сама себе покупаешь одежду? Постоянно. Ну, во-первых, мне очень много одежды дарят, просто пакетами, честно. Русские дизайнеры присылают просто там по 10 килограмм одежды. Там, ну, наступает новый сезон, и мне присылают бесконечно эту одежду. Ты ее чисто отсматриваешь, прямо отсматриваешь, примеряешь или... Почему я оставляю себе, развешиваю себя в гардеробе, продаю потом через какое-то время, дарю подружкам, сама что-то ношу, если мне нравится. Плюс у меня же ведь есть реклама в Инстаграме. Ну, чтобы ты понимал, у меня в Инстаграме нет ни одного практически бесплатного поста. То есть каждый пост — это реклама какой-то одежды, за которую мне заплатили. Одежда тоже остается мне. Поэтому я всегда говорю, что, дорогие дети, не покупайте одежду, становитесь стилистами и получите ее бесплатно. Но нет, на самом деле это правда. Ну, какие-то вещи я себе покупаю. Вот я, например, осенью купила себе 2 сумки. Общая стоимость 2 сумок составляла около 860 тысяч рублей. Вот. И одна из сумок мне не нравилась вообще. Но я просто поняла, что я же стилист, я не могу как бы прожить без сумки Bottega Veneta просто на золотой цепочке. Ну и плюс я подумала о том, что была пандемия, я за год себе вообще как бы ни одной сумки не купила. Поэтому, в принципе, потратить 1 миллион на 2 сумки — это нормально. Кстати, сейчас хожу и радуюсь, мне эти сумки даже нравиться начали. Ну, то есть, а что делать? Ну, ты знаешь, когда дети, как бы, когда вот ты своего ребенка вырастешь, да, ты вырос страшный, кривой, да, то есть, ну, ты столько сил уже в него вложил, что поэтому ты его все равно любишь. Так же с этой сумкой, да, если ты ее купил так задорого, что, в принципе, она тебе уже через пару месяцев кажется симпатичной. Про твой гардероб ходят вообще легенды. Это правда. Все правда. Где он у тебя сейчас находится, там, каких размеров, сколько там всего? Я всегда снимала для гардероба отдельную квартиру. Там, ну, порядка там 100 метров квартира, в которой хранится, вот мне мой ассистент не даст собрать, около 600 пар обуви, там, около там, 100 наименований верхней одежды, там, не знаю, 100 вечерних платьев. Ну, в общем, у меня огромный гардероб, действительно, то есть у меня очень много сумок. Сейчас временно я живу со своим гардеробом в одной квартире. Ну, в этом есть определенный, на самом деле, шарм, если честно. Мне нравится. Нет, я скажу, что снимая для гардероба отдельную квартиру, я гораздо хуже одевалась. Потому что вот последняя квартира, которую я снимала, она была в соседнем подъезде с той квартиры, в которой я жила. И, честно, даже дойти до соседнего подъезда переодеться было безумно лень, правда. То есть я в итоге ходила в каких-то лосинах и пуховике. И 1 раз в неделю ходила, там, наряжалась. Вот. Сейчас, когда я живу с гардеробом в одной квартире, мне комфортно, это прикольно. Вот. Но что-то надо менять определенно, конечно, с этим всем. Вот. И я сейчас как раз озабочена тем, что я покупаю себе квартиру. Я думаю, это как бы, ну, она не совсем в том районе, в котором я хочу жить. Потому что в том районе, в котором я хочу жить, квартира, которая мне нравится, стоит около 100 миллионов рублей. Вот. Та квартира, которую я беру, стоит ровно в 2 раза дешевле. Но я уже думаю о том, что вот я сейчас куплю эту квартиру, сделаю там сейчас ремонт, как бы сделаю себе там прекрасную 40-метровую гардеробную, а потом буду ее продавать. Кто же квартиру купит за такие деньги с такой гардеробной, придется переделывать, там эти 40 метров разделять на 2 комнаты. Ну, пока снимаю квартиру и думаю, что дальше делать. А как ты ведешь каталог? Я помню все вещи? все вещи прекрасно. То есть я могу проснуться ночью, такая, и просто написать своей ассистентке: привет, а где оранжевое платье такое-то? Она говорит: я его не видела. Я понимаю, что его сдали в химчистку 2 месяца назад и забыли. То есть я вообще все вещи помню. Твоя мама хорошо одевалась, и ты, глядя на нее в детстве,
так прививался к тебе вкус? Вот Ну, это расскажи. правда. Нет, естественно, характер формируется в детстве. Я всегда говорю о том, что я стала стилистом, потому что я все детство снимала с мамой сапоги. У меня мама ходила в ботфортах, в красных, леопардовых, в лаковых, в белых, которые, ну, сложно, знаешь, надо попробовать как-нибудь сапоги надеть и снять. Это очень тяжело. Вот. И мама приходила с работы, садилась, поднимала ногу, я снимала с нее сапоги. Я прям помню такой хоровод сапог в моей голове. Там, и когда мама уходила, я открывала этот ящик с сапогами и мерила там сапоги там, какие-то из жирафа, там, из леопарда, там, такие. То есть это такую большую роль для меня сыграло, то есть так отложилось где-то на подкорке, что я до сих пор это помню и очень благодарна своей маме за то, что она была такая, как она есть. Если говорить про путешествия, ты очень много ездишь. Как ты отдыхаешь? Особенно последний год. В пандемийный год я поездила по России хорошенько. Как я отдыхаю? Да по-разному. Но я, во-первых, экстремально отдыхаю иногда. То есть я люблю яхтенные регаты, я люблю, не знаю, восхождение в горы, какие-то приключения, поездки на машине, там 30 дней по пустыне. То есть я это все люблю, там, не знаю, круизные лайнеры. Я люблю еще роскошно отдыхать. Я люблю шикарные пятизвездочные, там, семизвездочные отели, большие города, отели с историей, трехзвездные мишленовские рестораны. То есть вот это я тоже люблю. Я люблю еще иногда в Ниццу приехать, снять квартиру и ходить целый месяц в одних джинсовых шортах. Ну, я разная, то есть у меня разное бывает настроение, я в разные моменты жизни разные вещи люблю. То есть сказать, что Гала Борзова каждое утро на отдыхе просыпается на острове Капри, пьет беллини, вот, а потом садится на лодку и плывет в Поситано, да, там, чтобы съесть, не знаю, омара. Ну, это неправда. Гала Борзова может проснуться в Ницце в съемной квартире, надеть джинсовые шорты, как бы, и грязную рубашку, пойти на бесплатный пляж, снять шорты, рубашку, оказаться в трусах топлес, понимаешь, сплавать до буйков и обратно. А потом пойти в какой-нибудь брасserie, выпить, не знаю, 2 бокала вина там, и съесть козий сыр. А в скольких странах ты была? Около 80, я уже не считаю. Ты как-то говорила про Эверест, что твоя мечта все-таки побывать на Эвересте, она случилась или нет еще? Я была на Эвересте 4 года назад, и случилось землетрясение. Ну, последний год была пандемия, в этом году тоже как бы на Эверест я не поехала. Ну, то есть просто времени еще нету. Но это как бы в планах есть. Ну, это мечта же. То есть это не так, что стоит в плане, там, если я не схожу на Эверест, я буду считать, что моя жизнь не удалась. Мне кажется, что я сделала вещи поважнее в этой жизни. Но почему бы и нет? По поводу известности твоей, насколько часто тебя узнают? Ну, понятное дело, что не на показах, например, да, а в магазине, может быть. И как ты на это реагируешь? Меня очень часто узнают. В самолетах, в магазинах, официантки, мастера по маникюру, мастера по массажу. В районе Хамовники меня вообще знают, мне кажется. Каждая дворняжка. По встрече лапу подает. Я спокойно к этому отношусь. Я всегда очень открыта к людям, мне всегда очень приятно. Мне еще более приятно, если я там в этот момент нахожусь с каким-то очередным поклонником. И ко мне подходит, говорит: здравствуйте, вы Гала Борзова? Я говорю: да, это я. И мне говорят: ой, вы такая красивая, еще красивее, чем в Инстаграме. Я говорю: господи, как приятно. Как-то приятно, что такое. А не было каких-то преследований, может быть? Или как ты реагируешь на какие-то комментарии нелестные, может быть? На хейтеров как я реагирую? Да. Во-первых, я слишком хорошо про себя все знаю, чтобы там расстраиваться там из-за не знаю, комментариев там. Что вы врете, что вы ростом 1,68 м? Я вас видела в жизни, вы 1,50 м в полете. Ну, то есть, я же знаю, что это неправда, например, да, там, или там хейтеры мне могут написать, что там, вот правильно сделал ваш муж, что вас бросил, как бы, не бросал меня муж, я сама ушла, да, то есть там, люди додумывают, то есть это полный абсурд, как бы это смешно. Я больше расстраиваюсь из-за того, что такие люди есть, что они, вместо того, чтобы, там, не знаю, жить своей жизнью, заниматься своей семьей, своими детьми, там, не знаю, позвонить маме, да, то есть эти люди сидят, регистрируют какие-то левые аккаунты, и какой-то, Гале Борзовой пишут какие-то тексты дурацкие, там, сообщения. То есть вот я за это расстраиваюсь, за то, что так мелко все. Вот это меня расстраивает. А за то, что как бы там моя самооценка как-то из этого качается, вообще нет. Я очень критично к себе отношусь. То есть я все про себя знаю, даже больше. То есть понятно, что есть какая-то маска, да, которая там, какой-то есть публичный образ, да, то есть, я, Гала Борзова, такая, как она есть, знает про себя вообще все. А маска Гала Борзовой, это какая она? Вот такая, как ты видишь сейчас. Я классная, спокойная, красивая, уверенная в себе.